Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея. Здравствуйте. Однажды я гостила в Сухуми. Это было очень давно, еще до войны между Абхазией и Грузией. И мне запомнилась встреча с одним абхазом, который спросил меня: как по-вашему, кто человек человеку? Я почувствовала какой-то подвох в его вопросе и пыталась отклониться от ответа. Но он настаивал: может быть, вы думаете, что человек человеку друг, товарищ и брат? Я согласилась с этим вариантом ответа. Нет, спокойно возразил он. Человек человеку – учитель. Затем в этой простой истине я убеждалась много раз. Действительно, друг может предать, брат не прийти на помощь, любимый может разлюбить. Но каждый из них остается для тебя учителем, учителем жизни. Опустите, пожалуйста, синие шторы. Медсестра всяких снадобий мне не готовь. Вот стоят у постели моей кредиторы, молчаливые вера, надежда, любовь. Раскошелиться в сыну недолгого века, да пустые кошельки упадают с руки. Не грусти, не печалься, о моя вера, остаются еще у тебя должники. Еще я скажу и бессильно, и нежно, две руки виновато губами ловя. Не грусти, не печалься, Матерь Надежда, есть еще на земле у тебя сыновья. Протяну я любови ладони пустые, покаянный услышу я голос ее. Не грусти, не печалься, память не сдвинет, я себя раздарила во имя твое. Но какие бы руки тебя не ласкали, как бы пламень тебя не сжигал неземной, в троекратном размере болтливость людская за тебя расплатилась, ты чист предо мной. Чистый лежу я в наплывах рассветных, белым флагом струится на пол простыня. Три сестры, три жены, три судьи милосердны открывают последний кредит для меня. Три судьи, три жены, три сестры милосердны открывают бессрочный кредит для меня. Умер Булат Акуджава. А мы едем в пригород Сыктывкара, где живет сейчас поэт Александр Алшутов. Ему хотелось сказать свое последнее «прости» Булату Шаловичу. Но прежде несколько слов о самом Александре Яковлевиче. О бурной, насыщенной событиями и коллизиями личной и творческой жизни Алшутова можно было бы снять многосерийный фильм в любом жанре – драмы, комедии, трагедии, фарса. Один фильм, а точнее небольшой очерк, был снят 10 лет назад на Гостелерадио Коми АССР. Снег идет предсказанием назло, вознесен меж землей и небом, и куда только нас занесло, мы с тобой, занесенные снегом,
занесенный так, как гуляк непутевых поземкой заносит, и не выйти отсюда никак, и никто нас больше не спросит, или так, как нежданный привет, с почтой посланный вдаль голубиной, вопреки силе мрачных примет, вдруг заносится в окна любимых, пусть возьмется об этом гадать, наделенный могуществом неким, да и то отгадает, когда мы с тобой, занесенные снегом, жили мы, не жалея себя, не трясясь над деньгой и талантом. Нас с тобой разменяла судьба на вот эти снежинки. Да ладно, часто нам не хватало тепла, хотя воздух насыщен был гарью, и нередко с тобою дотла. Не одни корабли мы сжигали, не жалей, жили правильно мы, и, впадая в позорную слабость, мы не станем просить у зимы красных грамот охранных на славу. Предназначена слава не нам, слава Богу, решил я, Бог с нею. Тихо так, что слышна тишина, мы с тобой, занесенные снегом. Эх, сюда бы теперь телефон с ниткой провода, длинный-предлинный, чтоб звук голоса плыл твоего вдоль Арбата над зимней Неглинной, чтоб над тем заповедным столом точно гром среди ясного неба вдруг послышалось в трубке: «Алло!» говорят, занесенные снегом, и в ответ удивленно: «Алло!» А метель за окном прибывает, и становится так вдруг тепло, как во сне, только в детстве бывает. Звенят подковами зеленые околицы. Эх, кони непокорные проходят мимо конницы. Каурые и белые, столовые и рыжие проходит кавалерия. Вы слышите? Проходит кавалерия. Вы слышите? Проходит кавалерия. Эта песня принесла громкую, но, увы, скоротечную славу поэту Александру Алшутову. Премьера ее состоялась на Центральном радио 30 лет назад, а затем был долгий и трудный путь. Опустим биографические подробности, где жил, кем работал Александр Алшутов. Важнее – жизнь человеческого духа, которая отражена в его стихах. Старайтесь теплом моим случайным согреться, как приблудные котята, и радуйтесь. Ну а я скучаю. Откуда знать вам, кем я был когда-то? Я был горячим сердцем парохода, и жар души во мне пылал, как порох. Поправ капризы штормовой погоды, мне горы соли было двигать впору. Пульсируя, передавал я силу гигантскому коленчатому валу, и капитан над паникой крысиной девятому в лицо смеялся в валу. Мой голос плыл над белыми ночами, и город, очарованный сиреной, черемухой тянул ко мне причалы. Я молодым тогда был, современным. На берег шли, сменившись, кочегары. В предисловии к сборнику стихов, занесенные снегом, сказано: каждый, кому дорога поэзия, внимательно прочитав эту книгу, поймет, что стихи Александра Алшутова заслуживают более широкой читательской аудитории, чем та, которой они становятся доступны сегодня. Почему так происходит? Пусть на этот вопрос ответит время. В живописном месте, на высоком берегу Сысолы, в доме, построенном своими руками из старой сплавной бонны, Александр Яковлевич живет вот уже 17 лет с женой Верой и дочерью Ксенией. Алшутов по своей натуре очень общительный человек. Он всегда был в гуще событий. Теперь он редко покидает свой дом, чаще приходит к нему. Человеку нужно очень многое, казалось бы. На самом деле не так уж и много. Когда-то, когда я
вот уже почувствовал, что я начал писать профессиональные стихи, я в это время жил на Дальнем Востоке, на Сахалине, я подумал, что Бог с ним, со всеми материальными трудностями. И думаю, Господи, предложи мне кто-нибудь, ходи всю жизнь в этом синем китайском костюме, как китайцы мао-цзэдуновские, тебе будут давать пайку хлеба, но меня будут печатать все, что я написал, и без всякой правки. И я бы согласился. В общем-то, конечно, это звучит категорично, но на самом деле это так, потому что многие видят свое благо в большом материальном будущем, прочее. Я думаю, что счастье человека в исполнении его желаний. Если человек творческий, скажем, писатель, он хочет, чтобы его книги издавались так, как он их написал. Не искалеченной, никакой цензуры, никакими идеологическими вмешательствами. Ведь человек-архитектор, он хочет, чтобы ему дали строить так, как он хочет, чтобы ему там не тыкали всяческими возражениями. То есть я думаю, что счастье человека в реализации его возможностей, которые в нем заложены от Бога и которые он выработал себе сам путем самовоспитания или воспитанием, которое он получил от общества. А как вы считаете, вам удалось самореализоваться Нет, полностью? нет, конечно, нет, на очень мизерный процент, понимаете. Дело в том, что в наших условиях, вот я об этом думал и разговаривал с своими, друзьями, ровесниками, там, скажем, со Львом Анинским, с известным ныне критиком. Дело в том, что трагедия вот наших творческих людей, которые где-то кончили 10 класс году в 52-м, 53-м, получили среднее образование, в том, что КПД наша, коэффициент полезного действия, очень маленький. Мы все время работали во всевозможных шорах, в экономических, в идеологических, с железными занавесами, что человек никогда не может поехать туда, куда бы он хотел, скажем. Вот в детстве я очень любил, и сейчас люблю Джека Лондона, причем не только его северные рассказы, а вот его рассказы о южных морях, о капитане Грифе. И вот мне так хотелось тогда иметь собственную яхту. Когда я жил на Сахалине, я еще даже в моря не ходил, я потом пошел, я мальчишкой жил на Сахалине, считаешь, с 8-го, с 7-го класса, с 8-го. Вот, потом я понял, что счастье не в этом. Вот сейчас у меня бы, казалось, была возможность поехать куда-то, а в свое время меня приглашал Варшавский университет во времена Брежнева. Так меня даже тогда в Польшу что не выпустили, я был невыездной поэт. И так очень многие. А сейчас можно было поехать, но помимо золотого занавеса, который есть, а я не богатый человек, богатым я никогда не был, вот, то я сейчас уже настолько устал, что я, в общем-то, и не очень хочу, потому что воображение, оно дополняет то, и литература, воображение заставляет, помогает увидеть то, где ты бы хотел побывать. Мне так думается. И вот поэтому, конечно, счастье человека, во-первых, в исполнении его желаний, реализации его личности, и в том, чтобы он обладал внутренней свободой. Понимаете, когда человек не обладает внутренней свободой, то каким бы он ни был там обеспеченным, богатым, но когда он чувствует себя зашоренным, что это можно, это нельзя, вот эту миску съест тот, а это вот тот, то это, в общем-то, рабская жизнь, даже если он очень материально обеспеченный человек. Да, поэтому я считаю, что счастье человека, что человеку надо? Большую внутреннюю свободу. Причем при этом не надо свободу путать с волей, особенно со своеволием. Дело в том, что свобода и своеволие это, и воля – это разные вещи. Точно так же, как, скажем, честолюбие и тщеславие – это разные вещи. Честолюбие – это положительный, по-моему, компонент характера человека. А вот тщеславие – это мерзкий. А у нас многие забыли, что такое честь, но очень тщеславно. Многие забыли, что такое свобода, и никогда и не знали, потому что они внутренние рабы. Но зато так своевольничают, им кажется, я все могу. Да ничего ты не можешь. Как ты был Шариковым, так ты остался. Генетика не та, дорогой мой. И вот вы понимаете, вот когда я был моложе и всерьез задумывался о литературе, я обо всем задумываюсь всерьез, я пришел к очень большой мысли. Вот в древнегреческой драматургии, об этом, кстати, никто не писал, есть такое понятие, как судьба. Вступает голос судьбы. И вот там хор на сцене, и судьба делает, что ей хочется с героем.
И вот я понял, что это не просто условность или выдумка древнегреческого театра. Судьба, она есть. Что же такое судьба каждого человека? А судьба каждого человека – это наследственность, молекулы ДНК, нуклеиновая кислота, плюс воспитание, которое он получил с детства. И вот современные психологи доказывают, что, и они правы, что самую большую часть информации из того, что человек узнает в своей последующей жизни, даже если он дожил до 100 с лишним лет, он получает от 2 до 5 лет. Как написал Корней Иванович Чуковский, от 2 до 5, очень удачное название у него книжка. Так вот, от 2 до 5 в человеке формируется характер. Характер можно коррелировать, как пилот, ведет самолет. Но изменить характер, когда Коля Птицын меняет характер, была такая детская книжка, когда я был в школе. Так вот, характер изменить нельзя. Когда человеку пытается изменить характер, у него бывает или инфаркт, или инсульт, или он сходит с ума. А вот когда он научился владеть собой и коррелировать свой характер, вести его так, как капитан ведет корабль в плохую погоду, как летчик ведет свой самолет, даже в сложных метеоусловиях, владеть своим характером человек может научиться, что очень хорошо умели североамериканские индейцы, если верить литературе, что умеют до сих пор прекрасно делать японцы, которых я глубоко уважаю. И вообще Акутагава Рюноски, один из самых любимых мной писателей в мировой литературе, точно так же, как и Куросава, один из самых мной любимых кинорежиссеров, Акира Куросава, хотя я люблю многих. Так вот, когда говорят, давайте изменим характер, его невозможно изменить. Это и есть твоя судьба. Человек живет не умом, а характером. Он может все понимать. А потом, как вот Антоний Клеопатра, вот если мы возьмем эту пьесу знаменитую, там, и вообще Шекспир это понимал. Так вот, понимаете, какая штука, что он все может понимать умом и идти на пагубный для себя шаг. Потому что человек все-таки живет характером. А если он будет жить только умом, ну что ж, он перестанет быть человеком, он превратится в то самое насекомое, в которое герой превращается у Франца Кафки. Вот в его там рассказе «Превращение». Вот так я думаю. Вы знакомы лично с Блата Окуджава? Да, я с ним очень хорошо знаком, и очень больно, что он умер. Я написал сейчас большой материал для газеты к 40 дням на смерть Булата Шаловича. Это очень хороший человек, очень много значит в моей жизни. Вы могли бы рассказать, как вы с ним познакомились? Ну, конечно, это очень интересно. Вы знаете, с Булатом я познакомился очень нестандартно. Когда я пришел из армии, было это в 1958 году, как раз началась заваруха вокруг Бориса Леонидовича Пастернака, только начал разгораться скандал вокруг доктора Живаго, вокруг романа. И мой друг Юзик Олешковский, это мой старинный друг с 1953 года. И вот очень нам было грустно, что Борис Леонидовича Пастернака выгоняют из Союза, еще тогда неизвестно, что будет. Его еще не выгоняли, но скандал разгорался. И очень нам хотелось, честно говоря, выпить. И так как-то вот, а что, как пишет Достоевский, делают два русских молодых человека в России, когда заходят в трактир? Говорят о политике. Ну а когда какие-то встают острые социально-политические вопросы, им хочется выпить, чтобы разрешить эту проблему, даже если они думают. А денег, конечно, как всегда, нет. И подумал я, у меня же есть прекрасный Пастернак, книжка 30 какого-то года, «Поверх барьеров» его книга. Я думаю, старик, сейчас мы с тобой отметим, в общем, огорчение по поводу травли Пастернака. Пойдем-ка, говорю, в букинистический магазин на Охотном ряду, где ресторан «Националь» на Охотном. Там один угол – это вход в ресторан, а тут же букинистический магазин, буки-буки. Ну, входим мы в этот букинистический магазин, там все эти книжные милые люди, и книжные жучки и спекулянты трутся, они были всегда, редкие книги. Я тогда вынимаю из кармана томик «Поверх барьеров», и специально, я вообще не хороший человек, вот скандал. Я вынимаю и говорю: «Пастернак, свежий выпуск!» А тогда Пастернак все боялись, ведь никто не знал, что с ним будет. Ведь то я посудить, как говорит герой одного нашего фильма «Берегись автомобиля»,
то ли, значит, и бог знает что. А когда человек кричит посреди советского книжного магазина, Пастернак, свежий выпуск, тут же вокруг нас с Юриком вакуум. Всех слиняли, как вот тараканы, которых там вот каким-то средством отравили. Все разбегаясь, подошел мне такой невысокий человек, вот, с усиками, и говорит: а что у вас Пастернака? Я говорю: вот поверх барьеров. Он говорит: да, прекрасная книга, но она у меня есть. А Юзик Олешковский, Юз Олешков, рядом стоит и говорит: все возьму, сказал Булат. Он знал, что это Булат Акуджава, а я не знал, кто это такой. Вот. Он говорит: откуда вы меня знаете? Он говорит: ну как же, вас знают очень многие. А тогда Булат только начинал петь, и его долго не печатали, и он сидел в издательстве «Молодая гвардия» редактором в отделе национальных литератур, то есть давал поэтам переводить на русский подстрочники поэтов наших союзных республик. И Юз говорит: ну, говорит, Булат, книга вам не нужна, бог с ним, дайте нам подстрочников, мы переведем. Он говорит: а вы что, поэты? Он говорит: да, мы пишем стихи. Тогда Юзик, кстати, очень хорошие стихи пишет, Олешковский, он с этого начинал. И я тогда только напечатался, там несколько стихотворений в юности, говорю: да. Он говорит: хорошо, вы приходите ко мне в издательство «Молодая гвардия» на Сущевскую, 21, и я вам подстрочники подберу. Так вам тогда удалось выпить, Александр Яковлевич? Да, так мы эту книжку, тут же к нам подлетели какие-то жучки, мы по дешевке им отдали дорогому моему сердцу Пастернака, пошли мы в пивной бар на Пушкинской, там был такой прекрасный, взяли с собой бутылку, естественно, под пиво, и горевали по поводу того, как травит Бориса Леонидовича. Потом прошло время, наступило лето, когда он сказал, Булат, а это была осень такая промозглая, прошла зима, настало лето, и я пошел в издательство «Молодая гвардия». Я пришел, и там мне дала Галя Корнилова подстрочники и сказал: вот Булат Шалович вам еще оставил сборник стихов, о котором вы спрашивали, одного из наших советских поэтов, который меня интересовал. Я сказал: большое ему спасибо. И когда я выхожу из издательства, шел такой дождь, я помню, вот июльский дождь такой, только не похуцы его. И я вышел, и в это время Булат входит в издательство. Он говорит: что, Галя тебе дала? Я говорю, что, вы знаете, большое спасибо, дала, вот, но это самое, я бы хотел, с вами увидеться. Спасибо большое, я вам принесу просто те книги, которые вас интересовали, которые у меня есть. Он говорит: хорошо, только ты знаешь, я сейчас ложусь на операцию. Видимо, там он написал: опустите, пожалуйста, синие шторы, вот тогда медсестра всяких снадобий мне говорю. Поэтому заходи вот попозже, тогда-то. Ну, прошло время, я зашел в литературную газету, а там в это время Булат был вместе, и к нему зашел Юрий Левитанский, меня познакомил Булат тогда в литературке с ним. И меня представил: вот молодой поэт, мне так даже неловко было, я думаю: господи. И в это время он говорит: а знаешь что, приходи на мой концерт. Я даже не знал, что он поет под гитару, я слышал об этом. И я пошел на его концерт в литературке, был в актовом зале литературной газеты, дня через 4-5 я туда пришел. И я первый раз услышал гитару Акуджавы, как Булат Шалович поет. Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте, простому муравью вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою. И муравья тогда покой покинул, все показалось будничным ему, и муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой в какое-то мгновение она возникла из ночных огней, без всякого
чудесного знамения. Мальчишка было легкое на ней. Все позабыв и радости, и муки, он дверью распахнул свое жилье и целовал обветренные руки и старенькие туфельки ее. И тени их качались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Я написал стихи Южно-Сахалинск, вот Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск, Снежно-Сахалинск, Нежно-Сахалинск, заканчиваются они. И я вдруг подумал, а почему бы мне пойти в литературную газету, где сейчас Булат заведует отделом поэзии. И я принес ему подборку из 5 стихов. И он взял эти стихи и говорит, как здорово, на 2 стихотворения. Одно из них есть в моей вот книжке «Северо-Восток», это русская поэзия, а второй вот Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск. И потом он мне говорит, послушайте, где-то я вас видел. Уже прошло много времени. Я говорю, Булат, ведь помните, я вам Пастернака предлагал вместе с Юзиком Олешковским в Старбуке? А это вы были, говорит Булат, господи, как это было давно, как вы извинились. Я говорю, мы все извиняемся. Я говорю, был на вашем концерте, а что ты сейчас делаешь? Я говорю, да я сейчас приехал в отпуск, я живу на Сахалине. И говорю, вы знаете, Булат, у меня к вам не скромная просьба. Мне бы так хотелось те песни, которые вы пели в актовом зале литературки, увезти с собой на Сахалин. Он говорит, а у вас есть друзья с магнитофоном? Я говорю, есть. А у меня такой меломан был в армии со мной, Стасик. И у него был магнитофон системы Яузов, чемодан такой, о котором писал в свое время Александр Гаевич, позже Булата. И вот я, Стас, я договорился, в назначенное время пришли в литературную газету, в комнату, где Булат. И он специально для меня напел песни, сказал массу добрых слов перед отъездом на Сахалин. И, конечно, мне это было очень дорого. Я всегда это вспоминаю с чувством великой благодарности и ощущением великого счастья тогда. И последний раз я его видел, это вот незадолго до отъезда вот сюда, в Сыктывкар. Я шел зимой из дома архитектора по улице Щусева, вышел на Спиридоновку. И когда шел до Никитских ворот, из угла вышел Булат. Он был такой, снег шел, он был такой ослепительный. У него было распахнуто пальто по-весеннему. И такая была чистая рубашка, яркая, белая. И галстук. Я ему сказал, добрый день, добрый вечер. Он говорит, здорово, как твои дела? Мои дела были не весело. Я так развел руками, говорю, так хорошо, говорю он. Он говорит, ну держись. И с тех пор мы не виделись, мы прощались, он пошел по своим делам. Я не думал, что это наша последняя встреча. 40 дней и 4 страницы на машинке отстуканных строк. Что же может с подобным сравниться? Кто к газетным объемам так строг? Ну скажите, кому же так жалко? Место, чтобы я смог рассказать, кем для нас был Булат Акуджава, по которому мокла роса, слез прощальных у вас на ресницах, под московским дождем проливным. А у тех, кто не мог с ним проститься, кто в тот день далеко был, не с ним, воин, рыцарь и хрупкий кузнечик, чисто певший в стальной мураве, человечище и человечек, всем Москвы муравьям муравей, добрый воин страны и Арбата, добротой век жестокий отпел. Так скорбел я по маме, по брату, если был, я бы также скорбел. В путешествии дилетантов, с ним ходя по просторам страны, на свидание с Бонапартом, вместе с ним мы спешили сквозь сны, оставались самими собою и с судьбой шли на бои,
пригубив тот глоток свободы, коим всех он нас напоил, и бредя сквозь мир венков мишурность, ты, Булата могилы, держись, в ней лежит по апрелю дежурный, а в апреле рождается жизнь. Это строение, поражающее своими масштабами, напоминает выброшенный на берег гниющий корабль. Это дом, который Александр Яковлевич много лет тому назад задумал построить для себя и своей семьи. Но обстоятельства сложились иначе. Наверное, Алшутову больно смотреть на свою невоплощенную мечту. Может быть, именно поэтому Александр Яковлевич просил нас не снимать этот несостоявшийся дом на видеопленку. И все-таки мы сделали это. Для меня этот дом – образ иллюзорности многих наших устремлений и желаний в этом мире. В откровенном разговоре со мной Александр Яковлевич сказал, что не боится смерти. Он давно готов к встрече с вечностью. И пусть останется недостроенным этот дом, истинный и единственный дом Александр Алшутов построил внутри себя. Спасибо, добрый человек, за огонек дрожащей спички. Спасибо, собутыльник век, за то, что до конца не спился. Спасибо, женщины мои, за то, что вы меня любили. Спасибо, чернозем могил, за сладкий запах белых лилий. Спасибо, верные друзья, что есть у верности пределы. Всему спасибо, что нельзя вернуть назад и переделать. Спасибо, автомагистраль, за все попутные такси мне, за то, что в мире столько стран, в которых не был я. Спасибо. Еще спасибо от души всем тем, кому кричал «Спасите!», за то, что вы не подошли, за то, что я дошел. Спасибо. За то, что полон рот забот, которые лишают силы, за то, что нет во рту зубов, чтобы кусать других. Спасибо. Спасибо кошкам, мяу-мя. Спасибо детям и собакам. Вам всем спасибо, кто меня не разучил тихонько плакать. Всему спасибо, то, что есть. За то, что хлеб назвали хлебом. За то, что крыша ржавой жесть не заменить бездонным небом. За всю судьбу благодарю. За миг рождения и старость. За позднюю мою зарю, когда так мало жить осталось. Спасибо рекам и морям, которые меня качали. Всем тем спасибо, кто меня помянет, может быть, с печалью. А нет, спасибо и на том, и да поможет им Спаситель. Как гость, не застегнув пальто, я вымолвить спешу. Спасибо.